Дорога жизни, мир желаний, в груди моей огонь мечты и хоровод воспоминаний, надежды, грезы, страхи, сны. Живу я в клетке предрассудков, но мир огромен и велик. Мой путь туда, где светлым утром мой ум все страхи победит. Как говорил один мудрец, жить интересами народа, его чаяниями, его священными стремлениями – в этом смысл человеческой жизни, хотя дано это понять не каждому. Это выражение часто любил повторять, а возможно даже и жил этим, первый президент Кабардино-Балкарии Валерий Мухамедович Коков. Личность довольно яркая, для кого-то противоречивая, о которой сейчас все чаще вспоминают. Он обладал особой харизмой, был великолепным оратором, много читал, не любил лести, подхалимажа. Для него не было различий в социальном статусе, простой и доступный, скромный, как подобает настоящему горцу, с открытым умным лицом. Мы попытаемся рассказать о самом главном устами его близких, друзей, коллег по работе, соратников и, конечно же, народа. Все знали о том, что Валерий Коков открыто поэтапно прошел свой карьерный путь от агронома колхоза «Трудовой горец» до президента Кабардино-Балкарской республики. Всегда был строго нацелен на работу и жил этим. Еще в студенческие годы проявились его стремления в хоть сколь-либо значимом улучшении жизни республики. Валерия Мухамедовича Кокова я знал как своего однокурсника. Мы с ним однажды пошли гулять по городу, и он мне говорит: давайте мы группой студентов поедем в самое отстающее село республики и поднимем. По окончании экономического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета Валерий Коков начал работать агрономом в колхозе «Трудовой горец» Баксанского района. Поступил в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института сельского хозяйства. Окончив его, начал работать старшим экономистом в Министерстве сельского хозяйства республики, но совсем скоро его направили директором совхоза Лискенский Урванского района. В этом селе о нем и сейчас вспоминают с благодарностью. Он был великий труженик. Не знал устали. Поднимался здесь, работая вместе, я видел, он поднимался раньше всех, приходил на ферму в 4-5 часов утра. Допустим, если в то время у нас здесь в Лискене был большой сад, 500 гектаров, когда, допустим, грузили вагоны, если он подходил к ребятам, он брал по 2 ящика, он даже носил один. Человек был очень сердобольный. Если, допустим, к нему какая-то женщина или там какой-то другой старик подходил, что-то просил, то выполнял просьбу. Я помню вот один случай, это мой родственник, механизатор Пшезаби Варквасов. Он говорит, однажды утром я еще на работу не вышел, а он рано утром сам на УАЗике подъехал ко мне. Я по дому что-то делал, он: что тебя беспокоит, спросил он меня. Я сказал, что мне надо построить дом. Где хочешь строить? Вот здесь. Он, говорит, зашел, своими шагами отмерил, как и что. Достал блокнот, посчитал, сколько нужно кирпича, туфа, блока, там, в общем, все строительные материалы. И он сказал: все будет спокойно, в общем, не беспокойся. Через 3 дня, говорит, ко мне за бесценок завезли и кирпич, и туф, в общем, все, что необходимо было для строительства дома. Вот такой он был человек. И поныне сохранился дом, где проживала тогда молодая семья Коковых и бывшее рабочее место Валерия Мухамедовича, хотя теперь это здание принадлежит администрации села. Поработать с директором совхоза Валерию Мухамедовичу долго не пришлось. Через 2 года стал первым секретарем Урванского райкома КПСС, затем избран членом Верховного Совета Кабардино-Балкарской ССР. Всего за несколько лет он успел проработать в ряде должностей и уже в 1990 году избран председателем Верховного Совета КБ СССР.
Волею судьбы и народа Валерий Коков оказался у руля власти на изломе истории Кабардино-Балкарской республики. Но благодаря его рассудительности и дальновидности удалось перевернуть и эти страницы. В нашем Отечестве, в России, он считал особо ценным, и как и для Кабардино-Балкарии, мир, согласие между народами. Однажды, когда ему сказали, что вот вы руководитель Кабарды, он резко прервал и сказал: уважаемый, я пока руководитель Кабардино-Балкарской республики. И для нас, и для меня это принципиально. Он говорил нам: дорогие соплеменники, кабардинцы, вы знаете, что по численности так было суждено Всевышним, нас больше. Поэтому если мы на один шаг будем идти позже и скажем: дорогой брат, болгарец, пройдись на один шаг вперед, не упадет шапка с нас. Зато они остановятся и скажут: нет, мы пойдем рядом, мы будем вместе. И убежденные сторонники его среди нашего братского болгарского народа действительно благодарили его своей любовью, отношением. Я думаю, что народ наш братский, болгарский всегда будет тоже помнить его отношение к этому нашему братскому народу, его особая роль в сохранении нашего единства. Он очень щепетилен был в отношениях между людьми, между представителями разных национальностей. Он сильно дорожил нашим единением. Он, как говорится, себя всего мог положить на то, чтобы единство республики сохранить. И он за это боролся активно. И это не просто там дань каким-то там традициям, обычаям милитат. Просто он внутренне был такой настроен на то, чтобы все люди, живущие на нашей земле, чтобы их права были защищены, чтобы люди разных национальностей жили дружно, строили общие, обустраивали, создавали тепло, уют в общем нашем доме Кабардино-Балкарии. Он был величайший политик. Как политик в самые трудные времена для нашей республики, когда противостояние вышло на самый пик, он сумел найти, силу, волю и мудрость и уйти в отставку. Он ушел с должности председателя Верховного Совета Кабардино-Балкарии в 1991 году, когда митингующие захотели отставки власти. Он сказал: я не допущу смерти ни одного человека из-за этой должности, и ушел в отставку. Но значение имело не только это. Значение и в большую степень имело то, что он был на виду у всех. Он же был и первым секретарем райкома партии, он был первым председателем сельхозтехники. Он был секретарем обкома, вторым секретарем, первым секретарем обкома, потом стал председателем Верховного Совета. Все его шаги жизненные проходили под контролем общественности. Люди знали его. Это был великолепный ученик Мальбахова. Он вобрал в себе все лучшее, что было тогда у таких великих людей, с которыми он соприкасался всю свою жизнь. Валерию Мухамедовичу как президенту пришлось работать в очень сложный период исторический и России, и Кабардино-Балкарской республики, когда был системный кризис во всех сферах, и в политической, и в экономической, и в социальной. А республика в то время была вообще на грани распада по этническому признаку. Он-то пришел к власти, когда общественно-политическая формация сменилась на противоположную сторону. Из социалистической страны мы в одночасье превратились в капиталистическую. При этом были утеряны все горизонтальные, все вертикальные связи. При этом были разрушены все хозяйственные отношения. При этом верхи, я имею в виду Москва большая, ни за что не отвечала и ничем не помогала республике. Нужно было самим выживать. И нужно было сделать так, чтобы люди выжили. Люди же не изменились, хотя общественно-политический строй изменился, люди не изменились. Люди думали, были уверены, что государство их должно выручать. А государство никакой ответственности перед людьми не несло, потому что это был уже капиталистический строй. И в этих условиях он стал президентом. И в этих условиях он сделал так, чтобы республика выжила, здесь стало не хуже, а лучше, чем в других регионах. Плюс сюда межнациональные, межконфессиональные трения, которые тогда были.
Если учесть все это, то Валерий Мухаммедович Коков сделал невозможное. Он сохранил мир в Кабардино-Балкарии, сохранил экономику Кабардино-Балкарии. И к 1997 году она начала уже развиваться. Конечно, это очень сложный период был в нашей истории, но в этот период, с моей точки зрения, проявились самые лучшие качества его. Твердость, решительность, бесконечная, безграничная любовь к своему народу. И вот определенная озлобленность части населения, беспорядку, хаосу в законодательстве, многим другим негативным моментам он противопоставил вот это свое умение принимать сложные решения в самый сложный период. И благодаря вот его неимоверной работоспособности, его умению разговаривать с людьми, общаться с людьми, убеждать людей. И вот благодаря своим талантам как руководителя он добился многого именно в сложный период. И в следующем году повторилась подобная картина, но уже другой направленности. Эти 11 дней тревожного противостояния с 24 сентября по 4 октября 1992 года впоследствии вошли в историю. В Кабардино-Балкарии активизировалась оппозиция. Коков проводил многочисленные консультации, но мнения были диаметрально противоположными. Меня предупредили, что лучше не появляться, но и мы никого, никакой защите мы не попросили и не пытались. Мы сами защищались, сами были сначала в селе, потом шли, чтобы никаких лишних забот и хлопот, чтобы семья не вызывала. Мы не обратились ни к одному человеку ни с какой просьбой о защите. Если даже где-то мы находились в квартире, в обычной, но пытались не выходить, не создавать каких-то ситуаций, которые могли бы вызвать вот такое сенсационное сообщение в республике. Ну и что мы 11 дней не кушали, ну и что мы 11 дней не звонили. Единственное, когда меня спросили один раз, что бы вы хотели, я сказала, где находится его лекарство. Все. И не более того, если бы поставили перед ним задачу семью защищать или же республику защищать, я совершенно убеждена, что он защищал бы республику. Я считаю, что много он внес в то, чтобы в целом мир здесь, на Северном Кавказе, в тот сложнейший период сохранился. Особо это проявилось в 92-е годы, когда наши национальные движения выплеснули эмоционально все, что накопилось за долгие годы советской власти. Только его выдержка, только его терпение и особая любовь к нашему народу, вера в конечном результате в мудрость нашего народа, убежденность, что только диалогом, мирно, только через переговоры надо решать вопросы, убедили даже сторонников более радикальных, более действенных мер по наведению конституционного порядка, и он сумел решить и этот сложнейший период в течение 11 суток состоявшееся противостояние мирным исходом. Вы знаете, я бы сказала так. У нас бы не такая была бы разруха, у нас бы не такие были бы проблемы, если бы не Валерий Мухаммедович. Одно ясно, что если бы на изломе истории этот человек не оказался бы у руля нашей республики, то республика была бы ввергнута в хаос, в войну, как это случилось в Чечне. Это я говорю, зная факты, потому что я непосредственно свидетель всех тех событий, которые там были. Для нас это были черные дни, и мы благодарны опять-таки своему разумному народу, любимому нашему народу, который мудро поддержал Валерия Мухаммедовича и который мудро в этой ситуации распорядился. Единогласно все очевидцы событий осени 1992 года не сомневаются в том, что трагедии тогда удалось избежать благодаря авторитету и личной позиции Валерия Кокова. Спустя некоторое время на вопрос о самом сложном дне своей жизни Коков, не задумываясь, скажет: любой из 11 дней сентября-октября 1992 года. Каждому человеку должно быть дело до того, как ведет себя сосед, родственник и так далее. Во всяком случае,
именно так ставил вопрос Валерий Мухаммедович, что все должны быть ответственны за состояние нашего общества. И именно такая постановка вопроса доминировала тогда, а не силовое решение. Когда были и такие, которые говорили, мол, давайте силовым методом решим этот вопрос. Политика, когда уходила на асфальт, бесконечные угрозы, и вот, которые вот бывали в те жизненные периоды, конечно, они где-то свой отпечаток и на психику, и на наш быт, на все откладывали. Сейчас поражает его доброжелательное не на словах отношение к судьбе каждого человека, а из непримечательнейших качеств Валерия Мухаммедовича в том, что бесконечные пасквили, жесткие провокации не сломили ни духа, ни желания, ни стремления делать людям добро, делать жизнь лучше, не породили ни черствости характера, ни замкнутости или отчужденности. Он всегда верил в человека, верил в его предназначение. По прошествии определенного времени никто из оппозиции не пострадал, а многие даже получили благодаря Кокову должности и награды, дав тем самым как бы возможностями справиться. И именно эта вера позволила Кокову вынести не один удар, преподносимый также критикой, а подобные слухи до него, конечно же, быстро доходили. Вот не всегда преподносят все самое сокровенное, что есть в каждой семье руководителя, пытаются больше надумать негатива, чем больше надумать позитива. И пока это будет, пожалуй, никакой руководитель не станет лидером своего народа. А лидером своего народа делать должен сам народ. Ведь я теперь могу это более откровенно говорить, потому что я отношусь к народу. Вот если мы будем вносить людям больше позитива от своих лидеров, то, может быть, у нас и лидеров будет больше. Валерий Мухаммедович был символом сильного кавказского лидера. Несмотря на критику, которая звучит в адрес любого политика, он был патриотом своей республики и своего народа, самым уважаемым и мудрым вождем на Северном Кавказе. Его высказывания часто цитировали министры российского правительства, депутаты и сенаторы Федерального собрания. Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин вспоминает: «Помню, как, поднимая бокал в честь высоких гостей, посещавших Кабардино-Балкарию, Валерий Мухаммедович Коков говорил: наш край не качает нефть и газ, не строит танков и ракет. Зато у нас есть такая драгоценность, как адыга-хабза, знание, как жить в мире и согласии, с честью и достоинством». Вот это знание он пронес через всю свою жизнь. Выходец из республиканской партийной номенклатуры, он оказался первым постсоветским президентом, который был свободно избран народом. Настоящий горец, человек широкой души, он был глубоко чужд высокомерия и чванства, на равных говорил и с бедным, и с богатым. Если Кабардино-Балкария сегодня едина, то этим она обязана прежде всего ему. Конечно, был президент искренне народный. Конечно, был великий патриот нашей республики. Конечно, великий патриот Отечества Российского. Я был очень горд, что работаю с этим замечательным человеком. И его великий авторитет всегда выделяла его из всех представителей субъектов Российской Федерации. Не любил пиариться. Скромно стоял в стороне. Но каждый лидер субъекта Российской Федерации считал своим долгом подойти к ним, поздороваться. Его очень сильно уважали, ценили все руководители субъектов Федерации, особенно Юга России. Он был неформальным лидером среди всех руководителей Юга России. Он был безупречным авторитетом у Ельцина. Высоко уважал, ценил второй президент России Владимир Владимирович Путин. По всем злободневным вопросам
по югу России, они у него консультировались. И как государственник он давал, насколько я знаю, четкие, исчерпывающие ответы. Это был государственник не только уровня Кабардино-Балкарии, и даже не столько уровня Кабардино-Балкарии, а сколько был уровня российского, общероссийского. Его волновали проблемы России, проблемы федеративных отношений, сохранения государства российского как такового. И он говорил, не часто, но я помню хорошо, он говорил, будет хорошо в России, будет и у нас хорошо. Будет плохо в России, если Россия развалится, нам будет совсем худо. На фоне происходящих событий в нашем регионе, имея в виду весь Кавказ, мне лично часто приходится задумываться, а есть ли иная дорога? Есть ли необходимость поворота в судьбе моего народа? От северного соседа куда-нибудь на восток, на юг, на запад. Я утвердительного ответа не нахожу. Ни на востоке не вижу, ни на юг, ориентируясь, не вижу. Смотря на запад, не вижу лучшей дороги, лучшего пути для своего народа, чем та, которая 500 лет избрана моими предками. И он доказал, что он умеет не только руководить, но и налаживать связи федеральных органов власти. Сейчас можно уже об этом говорить. Я вот как руководитель пресс-службы был как бы посредником между журналистами и президентом. Так вот, приезжали с Москвы журналисты, и мы заходили к президенту, они явный настрой имели, какой-то негатив выпятить и так далее, чтобы передачу сделать интереснее или там статью. А уходили оттуда влюбленные в нашего президента. Это о чем-то говорит. И вот так же не было случая, чтобы он зашел в какой-нибудь кабинет федерального значения в Москве, и чтобы после этого этот федеральный министр или иное должностное лицо уже не уважал бы в Кабардино-Балкарию, такого не было никогда. Они становились нашими друзьями, в первую очередь становились друзьями нашего президента. И достаточно было часто одного имени президента. Наш министр поехал в Москву и решал какой-то вопрос, и сказал: Валерий Мухаммедович просил вас тоже. И это становилось пропуском к решению вопроса, любого вопроса любой сложности. Как и у каждого человека, у Валерия Кокова были и взлеты, и падения, победы и поражения. И никто на свете от них не застрахован. Более того, никто их и не избегнет. А народ, как и прежде, был ему предан. 3 раза, как и положено по Конституции Российской Федерации, его избирали снова и снова. Одновременно с января 1996 года по декабрь 2001 он исполнял должность заместителя председателя Совета Федерации России. Очень было почетно, что такой человек вообще представляет Кабардино-Балкарию. И на российской, как говорится, арене. И вообще он вырос в очень крупного, такого большого политического государственного деятеля, в то же время оставаясь простым, нормальным человеком, общительным и никогда не поднимающийся над рядом стоящими, хотя он занимал такие должности. Очень много сделал он и по единению, по сохранению единства народов Российской Федерации, как заместитель председателя Совета Федерации. Он многократно выступал по этим проблемам, когда пытались разорвать, растащить, размагнитить все эти связи, которые были внутри нашей России. Ничем иным не занимался президент Кабардино-Балкарии. У него была только одна забота. Как сделать так, чтобы Кабардино-Балкария была счастливой? Я однажды спрашиваю у него, когда он был заместителем председателя Совета Федерации Республики: Валерий Мухаммедович, немного времени отнимает. В месяц, 1 неделю он находился там. Вот обязан был дежурить как заместитель председателя Совета Федерации. Он мне однажды сказал:
Вот. Столько, сколько я решаю за эту неделю проблем Кабардино-Балкарии, я раньше за месяц не мог решать. Вот так он использовал и эту должность во благо Кабардино-Балкарии. В большой России он приобрел быстро авторитет. Его знакомство, его сближение с первым президентом России Борисом Николаевичем Ельциным было очень непростое, потому что Борис Николаевич очень быстро стал демократом, отказался от родной партии, а Валерий Мухамедович в этих вопросах был очень сдержан, даже консервативен. Он не умел быстро отказываться от своих убеждений. Он очень сближался с Борисом Николаевичем болезненно, потому что многие взгляды порой были противоположны. Но своим талантом, своим умением не только кабардино-балкарскую политику понимать, но и быть державным, общероссийским руководителем, понимать общемировую политику, Валерий Мухамедович завоевал истинное уважение Бориса Николаевича Ельцина, его ближайшего окружения. Не зря приезжали лидеры России неоднократно к нему. Ельцин, будучи на пенсии, не раз приезжал. Потому что очень уважал Валерия Мухамедовича. Валерий Мухамедович для него был очень ценным человеком. В те годы, 90-е, сложные годы. Поэтому он по-человечески очень любил Валерия Мухамедовича. Да и Путин очень любил его. Эти люди после его первых выступлений почувствовали, насколько не только его голос особенный, а насколько особенный его талант руководителя, политика, умение видеть и чувствовать время. Он был общепризнанный лидер среди руководителей субъектов России. Поэтому он стал и заместителем председателя Совета Федерации России. Он стал особо приближенным многих руководителей, начиная от Черномырдина Виктора Степановича, Матвиенко Валентины Ивановны. Особенно ему близки были люди, которые понимали значение и важность межнациональных отношений. Бывало и не раз, что в знак особого уважения видные политики того времени лично приезжали поздравить Валерия Мухамедовича с теми или иными свершениями. Искренне и сердечно поздравляю вас, глубоко уважаемый Валерий Мухамедович, со столь убедительной победой на выборах и вступлением в должность президента Кабардино-Балкарской республики. Выступает президент Кабардино-Балкарской республики Коков Валерий Мухамедович. Только что я принес присягу на верность народу Кабардино-Балкарии. Народу, перед которым по сыновьи низко склоняю голову в знак огромной благодарности за оказанные вновь доверие и поддержку, за неизменную душевную чистоту, за верность бесценным традициям и обычаям, идеалам добра и справедливости. Служить ему для меня благость и величайшая честь. Клятвенно заверяю, что не пожалею ни сил, ни здоровья, а если потребуется и самой жизни, во имя счастья и благополучия народа Кабардино-Балкарии. Каждым прожитым днем, каждым действием буду стремиться оправдать его великое доверие. Таких случаев проявления чисто человеческих качеств, подтверждающих, что Валерий Мухамедович достойный лидер и мудрый политик, который ради своего народа не пожалеет не только здоровья, но и самой жизни, было немало. Коков говорил: «Простой народ в большинстве случаев искренен, но насколько мне легко с простыми людьми, настолько мне трудно с чиновниками». И народ отвечал ему взаимностью, и верил в него, и шел за ним. Поверьте, я, будучи его доверенным лицом, когда шла предвыборная кампания на последний срок, с 8 часов, как только открылись урны,
и до 10 часов, пока они не закрылись. Люди шли колоннами. Это правда. Это продолжалось с утра до вечера. Честное слово, люди выстаивали очередь. И такого единодушия народа, такой явки я никогда, ни до, ни после никогда не видела. И то, что доверие ему оказано было народом, это вдохновляло его. И он очень даже хорошо чувствовал ответственность перед народом, который его избрал. И он все время это имел в виду. Я себя не мыслю, чтобы не отдать делу, которому я служу, все то, чем я располагаю. В противном случае эта жизнь была бы бесчестная. А для меня нет более святого понятия, чем честь. Все остальное после этого для меня идет. Поэтому лучше, конечно, отдавать и отдавать без остатка делу, которому ты служишь. Наверное, вот вечно озадаченный мыслями отчаяния своего народа прощал народ ошибки, которые у него могли быть и были, конечно, и вызывали многое, глухой протест. Но вот учитывая его соучастие в жизни народа, нашего, народ вновь и вновь шел за ним. Нет руководителя, который бы не желал своему народу добра и не стремился к этому. Меня в этом никто не переубедит. Когда касается вопроса республики, конечно, он был уже здесь. Выделялся чувствами отношения к своей республике, к его народу. Никто никогда не смел, да и никто не пытался в его присутствии плохо говорить о нашей республике. Да и республика это не заслуживала. Хотя, если кто-то посмел плохо сказать или унизительно сказать, он обязательно дал бы, поставил бы любого на место. Чувство того, что мы где-то в ответе за все происходящее не в полной мере, я не могу так безответственно говорить об этом и вообще речь вести о тех проблемах, которые у него были. Но те погрешности, те огрехи, которые могли быть, они также рикошетом и на семье отражались. Поэтому, конечно, мы не могли быть безучастны к этому, ко всему. Я гордилась и горжусь, и Валерий Мухамедович гордился тем доверием, которое ему оказал народ, и каждый свой день он жил с каким-то вот трепетом, жил с чаяниями оправдать надежды своего народа. И была единственная у него цель, чтобы, уйдя из власти, а может быть и из жизни, чтобы память о нем народ сохранил. Бывали случаи, что, находясь в некоторых республиках, попадали в разные ситуации. Увидев Валерия Мухамедовича, они: Валерий Мухамедович, не хотите вы стать нашим руководителем? Вот до этого, до смеха доходило. То такие моменты тоже были. Как вспоминают люди, бывшие в его окружении, он был добродушным, доверчивым, верным в дружбе, сентиментальным, но в то же время бескомпромиссным и жестким, твердым, когда было необходимо отстаивать интересы нашей республики. Каждый месяц протокольно он давал поручения всем членам правительства, всем должностным лицам, указывая фамилии. Кудаев, Иванов, Петров и так далее отвечают вот за это. Доложить через месяц. И каждый месяц это контролировалось. И я не завидовал тем, которые не выполнили то или иное поручение. Да и они сами знали, поэтому выполнялись эти поручения. 100% выполнить невозможно, потому что планка очень высокая была, высокие планки он брал. И мы невольно подтягивались к его уровню. Нам никогда не догнать того уровня, который он имел, но мы подтягивались, мы занимались собой, мы были в курсе того,
что происходило и в стране, и были готовы всегда нести ответственность за тот порученный участок. Раз народ наш доверил ему такую величайшую миссию возглавлять республику, конечно, в работе он был сосредоточен, конечно, в работе он был очень внимателен, но пытался выслушать всех до конца. Он писал себе на листе, говорит, я пишу первое время молчать, чтобы никому не нагрубить, не сорваться. Он сначала выслушивал всех, потом только сам высказывался. Это он говорил так: чтобы не влиять на ваше мнение, я буду высказываться последним. И это было его правило. После работы мы и сидели, и с друзьями общались. И после этого он мог до утра работать. Он мог и до утра застолье возглавлять, он мог и до утра работать. Все было, все было. Надо было ответственное совещание, надо было готовиться. Он мог до утра готовиться. Он отодвигал так все, бутерброды там кончали. И садился и писал то, что ему положено говорить. Всем известно, что Валерий Коков обладал особой харизмой. Стоило ему заговорить, как аудитория замолкала и слушала, словно завороженная. Великолепный оратор, он, конечно же, выступал без бумажки, за исключением тех случаев, когда протокол требует зачитывать текст. Многим казалось, что его речь даже иногда походит на проповедь. Мы все его соратники любили, когда он от себя говорил. А иногда протокол требует зачитывать, читать доклады. А когда он уже отходил от доклада, от бумаги, конечно, у него все как ручеек, он все текло красиво. Был случай, на съезде ректоров в МГУ выступили чиновники первого ранга, допустим, Касьянов выступил как председатель правительства. А я сидел в зале, среди этих корифеев, их-то особо не заденешь. Кто занимался, кто журналы читал, кто газеты читал, когда Касьянов выступал перед ним. Валерий Ильич вышел, первое слово люди приподняли голову. Во-первых, голос очень такой колоритный. А когда о сути начал, Валерий Ильич, будучи заместителем председателя Совета Федерации, курировал образование и науку в России. И когда он начал говорить о высшем образовании, конечно, они подняли, отложили газеты. И как хорошие ученики в хорошем классе, все слушали его. Когда Валерий Ильич закончил выступление, они встали и аплодировали им. Валерий Мухамедович действительно был магически притягателен, как и положено харизматичному лидеру. Возможно, это все от того, что много читал, разбирался в музыке, в живописи, в литературе, в том числе и в национальной. «О, малый народ мой, лелей мой в сердце, чье доброе от плохого не отделить мне. То в небеса вознесешь мою душу, то в преисподнюю бросишь надежду». Эти строки из сонета Бориса Утижева Коков сам перевел на русский язык и часто цитировал. Также он очень любил Юрия Темирканова и гордился им. President of the Republic of Kabarda and Balkaria. Уважаемые дамы и господа, Dear ladies and gentlemen, дорогие друзья, dear friends, я имею поручение передать тебе приветы и пожелания от родной твоей мамы. Так пусть будет счастливой твоя вечная дорога. among the warm words of greetings on this remarkable date, President of the Republic of Bulgaria and Kabarda brought the greeting from the mother of Maestro. Помню те времена, когда в Кисловодск поедешь, там, Господи, увидит самую большую гору, он с одного размаха сбегал на гору и мог тут же спускаться следом на другую. Потенциал у него, заложенный его потенциал сил был достаточно великим. Он любил и спорт, он любил и автомобильный спорт,
Он любил и борьбу в свое время. Но потом уже жизнь так складывалась, здоровье стало подкачивать, ходить очень много. Он не всегда мог. Он был пушкинист. Он прочитал все академическое, пытался, по крайней мере, все академическое издание Пушкина. Он любил музыку, любил от Баха до Оффенбаха, он любил. Он симфонический оркестр слаженный, естественно. Вот гордился он нашим симфоническим оркестром, гордился нашей культурой. Когда он слушал наш симфонический оркестр, он мог сидеть и прослезиться. Обожал скрипку, обожал музыку, обожал литературу. Такие понятия, как честь, достоинство, совесть вообще редки в политическом лексиконе. У Валерия же Кокова они были содержанием. И это несмотря на то, что руководители такого ранга слишком быстро забывают о человеческом факторе за большими государственными делами. Работал на износ и проводил каждый день своей жизни так, будто проживая свой последний день. А о его добродушии и щедрости ходили легенды. Он работал с 1 января, где-то с обеда, до 31 декабря до 8-9. Круглый год, круглую неделю. По воскресеньям он принимал граждан. Это было каждую неделю. Если даже мы где-то в командировке находимся, мы должны были обязательно успеть в субботу прилететь. В любое время ночи, но прилететь, чтобы прием сделать на второй день. То есть воскресенье. Принимал людей, оказывал помощь всем. Некоторые соратники не понимают, почему, Валерий Иванович, вы иногда оказываете им финансовую помощь. Кто-то был против, да. Люди привыкнут к этому, делать ничего не будут. Будут только всегда просить деньги. Он говорит, сейчас такое время, когда и деньгами надо помочь. Он не отказывался, он не отсылал граждан, которые приходили в этот день. Он на месте сразу решал. А я спрашивал его, Валерий Иванович, зачем вам это нужно? Могли бы другие лица принимать. У нас много этих самых руководителей. Он, кроме всего прочего, говорил он, я через них узнаю настроение людей и то, чем они живут. И это было совершенно точное определение, почему он это делал. Я уже не говорю о том, скольким людям он помог восстановить справедливость, обрести там желанное там, жилье и так далее. Говорят, о характере человека можно судить по тому, как он ведет себя с теми, кто ничем не может быть ему полезен, и исходя из этого можно утверждать, что именно данное определение с наибольшей полнотой раскрывало личность Кокова. Возможно, отношение к личности первого президента Кабардино-Балкарии сейчас неоднозначно, но в процессе съемок мы не встретили ни одного человека, который отзывался бы о нем плохо. Может быть, конечно, всем не угодил, но он сделал все возможное, что зависело от него. От души, если сказать. Я был доволен тем, что как он руководил. Я горжусь тем, что он с нашего села был. Добрый, отзывчивый, понимающий человек был. Ничего плохого о нем, ну вот, мне кажется, ни один человек Кабардино-Балкарии не сможет сказать. Вот он требовательный был и обязательно был. И мы его уважали, мы гордились тем, что он наш. Говоря о политической направленности Валерия Мухамедовича, если расставить его приоритеты по порядку, то на первом месте окажутся мир, стабильность и межнациональные отношения. На втором – социальные вопросы, а проблемы экономики на третьем. Почему на третьем? И на это был ответ у Кокова. Если будет мир, все остальное можно нажить. Особым предметом его гордости была газификация населения республики, включая и самые высокогорные селения. Он много успел сделать, всего не перечислить, но еще до многих дел его руки так и не дошли.
Негатив в людской молве всегда присутствует. Такова природа человечества, что замечают и обсуждают в первую очередь допущенные кем-либо ошибки. Но давая оценку деятельности Валерия Кокова с позиции сегодняшнего дня, следует прежде всего учитывать время его правления, а особенно необходимо выделить то, что существует некий стиль мышления, характерный для каждой эпохи, выйти за рамки которого мало кому из современников удается. До последних дней своей жизни Валерий Коков следил за тем, что происходит в стране, болел за свою республику. Он проявил мужество, выполняя свои обязанности на посту президента во время тяжелейшей болезни и, не держась за кресло, 16 сентября 2005 года добровольно ушел с поста президента республики по состоянию здоровья. Самый сложный период для его жизни, когда он был болен. Конечно, бесконечные стрессы, вот, они не могли не отразиться. Стрессовая ситуация, она приближает риск всяких заболеваний. И это был самый для него сложный. Понимая всю ситуацию, он пытался никому одним своим жестом не показать в меру своих возможностей, не показать всю сложность, всю трагичность ситуации. Он понимал, это было для него, конечно, сложное время, но жизнь настолько коварная, понимаете? Вот идешь по жизни, утром встаешь, и тебе приговор вручают, который совершенно меняет твою жизнь. Вот. И разделяет, что было до того и что предстоит после того. К сожалению, я с ним познакомился в последние годы его жизни. Это было трудно и для него, и для меня. Все-таки это был первый человек, президент республики. Я знал, что я ему причиняю боль, но он мужеством держался. И люди переживали за него, болели за него. Знали, что он, как руководитель, наверное, один из стойких был в стране. Один пример приведу. После очередного посещения его один человек спросил меня, ведь не все знали, что с ним происходило, что. Он спросил, как он? Я ему ответил, что он как скала, как большая гора держится, не сгибается ни перед чем. Вообще и к жизни, да и к своему здоровью относился философски. Не переживал, наверное, так, как за свое здоровье, как за нашу республику, за жителей республики. Он сильный был человек. Не только как руководитель, но и физически. И это, наверное, помогало ему продолжать работать, хоть он и болел. 29 октября 2005 года, в возрасте 64 лет, коварная болезнь все-таки поразила жизнелюбивое пламенное сердце. В своем последнем интервью Коков сказал: «Пока дышу, буду служить родной Кабардино-Балкарии», и остался до конца верен своим словам. Человек, наверное, вот так и сгорает от мучительных раздумий, от груза ответственности, от напряжения и резкой смены жизненного ритма. Теперь кончилось время жизни и началось время оценок. Когда уже он был тяжело болен, он знал, и я знал, что, как говорится, это вот очень тяжелая болезнь, вот как такой костлявая рука схватила за этого нашего друга. И я поехал вот в Москву проведать его. Ну, думаю, что будет разговор о болезни, о ситуации там и так далее. Он ходил под соснами Барвихи этого санатория. Ходил, все рассказывал, где что в Нальчике надо обустроить. Вот говорит мне Борис Мушавер, говорит, вот надо обязательно Хасадинский поворот, вот этот круг надо, говорит, это оформить, и въезд в Нальчик со всех сторон сделать таким и так далее. Ну, казалось бы, вот в этот момент ему об этом... Ну, я говорю к чему, что он все время был настроен на дело. Печаль о нем всегда светла, я бы сказал. Светла о нем печаль, потому что он был человек
с которым было приятно общаться, приятно сотрудничать, приятно работать и ощущать, что он твой руководитель. Конечно, он навсегда останется в нашей памяти как настоящий патриот своей республики, своей страны, который очень любил свой народ и который не иначе, как несравненным называл многонациональный народ Кабардино-Балкарии. Конечно, в нашей памяти он останется как великий гражданин России, который пожертвовал своим здоровьем и в конечном итоге и жизнью ради счастья и процветания Кабардино-Балкарии. Знаете, великих людей сразу не оценивают. Нужно время. И вот даже короткое время с того периода прошло, но мы столько вспоминаем о нем хорошего, то, что он сделал и делал в нашей республике. Конечно, сожалею, очень мало прожил. Мало прожил в целом для республики. Много мог сделать, много хотел делать. Абсолютно бескорыстно по отношению к людям, к республике. На благо людей и на благо республики. Как я сказал выше, он государственник великой, высокой пробы. Конечно, не дожил для семьи. Конечно, не дожил для супруги, внуков, детей. Но, говорят, человек живет до тех пор, пока его помнят. Конечно, будем помнить мы. Я вам честно скажу, вот как человек могу сказать, мне его не хватает всегда. Знаете, к сожалению, природа человечества такова, что при жизни или при работе мы почему-то не даем оценки, той оценки, которую они заслуживают. А когда уходит, или когда уже поздно, начинаем говорить, хотя это уже поздно. Поэтому пусть никогда у нас не будет в республике неуважаемых лидеров. Я хочу выразить глубочайшую признательность, благодарность, низко кланяться тому великому нашему народу, который по сегодняшний день хранит эту память. Я хочу выразить огромную благодарность тем людям, которые с ним работали, которые с ним жили в одной республике, которые с ним созидали. Трудно мне об этом сейчас говорить, но и тем не менее Валерий Мухамедович пытался делать все возможное. Он все, что мог, сказал, все, что мог, сделал. Таким он запомнился людям, простым и доступным человеком. После смерти в Ростове-на-Дону спустили на воду теплоход класса «Река-море» имени Валерия Мухамедовича Кокова. Новой улице в городе Волгограде в Дзержинском районе дали его имя. Его именем также названа улица в Грозном и его родном селе Дуглубгеи, Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия. За свою работу при жизни получил орден за заслуги перед Отечеством 2 и 3 степени, орден Дружбы народов, орден Честь и слава 2 степени. У Горцева человеке судят не по прожитым годам, а по жизненным свершениям и по мудрым поступкам. Да и говорить плохо о человеке, ушедшем из жизни, не принято. Но это расхожее выражение никак не относится к Валерию Кокову, так как теперь его значение подтверждается временем. И сегодня Валерий Мухамедович живет в памяти людей, о нем говорят и сожалеют, что его уже нет с нами. Возможно, сегодня мы вспомнили какую-то малую часть о личности этого человека, но в каждом городе, в каждом селе республики не только есть его большой вклад, как память о нем. Его вклад в дело развития и процветания республики оценят и потомки. Время еще не раз подвергнет объективному анализу деятельность этого человека, вписавшего немало ярких страниц в историю родной Кабардино-Балкарии.